Говорил уже, я родом из села Евшермя-Кудлушкин, Чистопольского района, Татарстана. Я плотно общаюсь, сотрудничаю родом Гаяз Исхаки. Гаяз Исхакина без бетелебис блявис, кто это такой, отец нации. Я выпустила книгу «Чал тарих Евшермя», многовековая Евшермя. Чтобы завершить эту книгу, я ездила в Ташкент на творческую командировку. Это родственница Гаяз Исхаки, Симбикапа, Шарипова, как я врачана. И я очень много собирала информации, которую еще не пресса, газетларда, журналларда, китапларда чыкмаган. Я жила 2 недели в Ташкенте, встречалась с людьми. И 5-6 мая мы провели вечер, посвященный Гаяз Исхаки. Ташкент татарлары, красивый зал, красивый зал. Столько было народа. Я привезла много экспозиций, книги, журнала, фотографии, письма про Гаяз Исхаки. Делала экспоната, делала выставку. Было очень много вопросов, Подошли люди, которые вышли из Поволжья, из Татарстана, из Ульяновска, из разных. И была такая шунда, такая жилая шунда, такая приятная была встреча. Я очень люблю проводить встречи, литературные вечера. Остаются мне в памяти очень дорогие хатыр-кеннери. Это Казань, 14-15 октября. Крым, это 18 мая. Астрахань это 2 июля. И плюс к этому это вечер Гаяз Исхаки. Я много проводила вечера, в том числе в Астрахани. До меня про Гаяз Исхаки никто не знал в Астрахани. Благодаря, что писала материал в газете «Дель», проводили литературные вечера, конечно, сейчас в Астрахани, конечно, многие знают имя Гаяз Исхаки. Пользуясь случаем, я передаю большой салям и рахмат татарскому миру, тюркскому миру, которые вернули честное имя Гаяз Исхаки от репрессии. И, разумеется, она всегда говорит: передай, пожалуйста, галимлерге, окумышларга, журналистларга, укытучыларга, бигрәк татар теле укытучыларына телне саклап калган өчен. Мы постоянно общаемся с Симбикапа белән. Общаемся с Симбикапа белән неделю 1 раз звоню. Ей 104 года, она живет в Ташкенте. И бодрствует, альхамдулиллахи. Ну, в общем, Гаяз Исхаки, его доброе имя, как очистили от клеветы, да? Да, от репрессий. Конечно, она передает большое спасибо, привет. Разумеется, конечно, она в пульсе событий, она, что происходит в Татарстане, в татарском мире, где Ташкент, где Татарстан, она все понимает. Ей 104 года, ясном уме, очень приятно. Вот эта книга «Чал тарих Евшермя» получила очень большой резонанс, понятно, там, безден Алзур тарих, это история очень большая. Книга напрашивает. Говорите. Да, книга напрашивает. Где жила Гаяз Исхаки? Это Финляндия, Европа, Турция, Китай. Вот эти татары, где живут, вот такие книги запрашивают. Опять же, повторяюсь, эту книгу я передавала в Казани, это музей, национальный музей, Институт языка и истории, и Тельхем тарих, институт наук, китап на бердем. Так, вторая книга, которую мы выпустили с мужем, «Чердаклинские татары», «Чердакла татарлары». Книга более 500 страниц, более 120 иллюстраций цветных. Чтобы формировать национальное самосознание, мы начали именно с истории татар. Если, допустим, кешеге, кемул татар деген сұрауға жауап беру үшін, допустим, вот читать эту книгу «Чердаклинские татары», и буквально у человека, который, если, допустим, с Луны, ему становится понятно. Начали с 7-8 века, откуда пришли татары из Тиньшана, из Алтая. Вот это все подробно там написано.
вот это, Волжская Булгария, опять Золотая Орда, распад это все, и, конечно, историю мы дали на русском языке. И, разумеется, мы написали про именно современный Татарстан, 90-е годы, суверенитет, создание национальной культурной автономии, там, Конгресс, Академия наук и так далее. И писали, это опять вторая глава, Чердаклы, история Чердаклы, состояние религии, образование, уважаемые люди, фольклор. Тоже книга получила очень большой резонанс. Книга участвовала в этом фестивале, всероссийский фестиваль, межрегиональный фестиваль, называется «Ярмарка книг фестиваль». Было представлено 660 книг. Эта книга завоевала, эта номинация «Национальной книги» первое место. И приехал на презентацию книги из Всемирного конгресса татар сам Ринат Закиров. И награждал нас этой медалью за конгрессские медали. Книга тоже запрашивает. Очень много книг увезли выходцы из Чердакла в Средней Азии, Ташкент увезли. Одна линия, другая линия, как Кента-Бутин, Белоруссии, Москвы достаточно много. И книгу запрашивали из Америки. Вот такими делами занимаемся. Осталось достаточно много еще материала и про Петлушкина Евшермя, и про Чердаклы Евшермя. Книг много. Книг много. Это материалов много. Рахмет. Покажу я вас. А то спросят, кто такой? Может быть, скажет, сам автор подражал. Рахмет сізге. Бик қызық болды, бик не көбісіне меніңше біздің қараушыларға бик яңа білім, информация, мәғлүмат бердіңіз. Бик тирән мәғлүмат. Менә көбісі шуны уршайтмыш не подозревали. Татарша шекләнмәделәр дисәң, не подходит, не подозревали, что вот такой клад знаний об истории нашего народа. Меніңше менә уршайтмыш бесспорно тех, кто с интересом посмотрит, они обретут богатые знания, потому что все-таки история нашего народа — это очень важно для каждого из нас. А еще... Говорите. Мен бізде еткенше табиб. Эстарахында ешегенде, анда бик дәрежелі больница бар, Сидова Талай, вторая областная больница, которая была по неврологии, по нейрохирургии, но потом ее в 2011 году объединили общей областной многопрофильной больницей. Я более 20 лет работала отоневрологом ЛОР по нейрохирургии. Мы оперировали опухоли головного мозга, черепно-мозговые травмы, это неврология, состояние после инсульта. И это очень элитарная больница. Там работают дети, допустим, земских врачей, такие достойно уважаемые, корифейные врачи работают. И я попала в эту больницу, разумеется. Но из татар я была, вернее, двое были. Одна совсем обрусевшая, она вообще не понимает татарский. Я, разумеется, человек с национальным образованием. А попадает, допустим, это пожилые женщины, допустим, или эби-бабай. Они русский плохо знают, допустим. Я с ними общалась на татарском языке. И, допустим, другие врачи, или, пожалуйста, приходи, это будь как типа переводчиком. Я перевожу, допустим, пожилому человеку, я объясняла врачам, какой, допустим, приятно говорит на своем языке. Вот что я говорю, у них доходит до души, допустим, пожилые люди. А потом в Астрахани достаточно много турок, которые открывают там как пекарни, у них жены и дети русские вообще не знают. Бывает еще не только лекарственные врачи, словом лечат. Очень важно, чтобы вы владели языком и находили путь к сердцу каждого пациента. И вот, допустим, приглашают меня к этим женам туркам, и, допустим, я говорю на своем татарском языке, они говорят на своем турецком, и мы свободно общаемся. И самое главное, я особенно нейрохирургам объяснял, допустим, как что значит для тяжелого человека именно говорит на родном языке. Он, допустим, тебя ждет вот безненькище, они мне говорят свой безненькище, да, особенно пожилые, наш человек. Они ждут, когда тебя заходишь к нему в кабинет. Вот заходишь, и буквально у меня... 1 минута осталась, говорите. Допустим, Мелара Килем, Эби Халеничек, Бабага, им приятно. Этот день даже им лекарства не надо. Вот это объяснила, допустим, молодым врачам. И потом, конечно, это титанический труд, это титанически требует терпения. Через 3-4 года начали меня спрашивать, Нейля, татарша селитрком врач-то была. То есть, Нейля,
Неужели бывает врач, который говорит на татарском языке? Первый мен или серьезная клиника татар тілін алып келдім. Там работает это... Заканчивается 10 секунд вас. Өзіңнің тіліңі білерге керек, yorulturga керек. Рахмет сізге, рахмет.